устала сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье бай Старк». Создана Старк, выбрана вами. Салям алейкум, дорогие телезрители! В эфире кулинарное шоу «Софрага Бойранас» и я, ее ведущая Айша Джевдетова. Как говорил Платон, для образования нужно не только заниматься сферой культуры и науки, но и спортом. И сегодня у нас в гостях президент Крымской Федерации по смешанному боевому единоборству Ремзи Бей Халилов. Хош келдіңіз, Ремзи ага. Салям алейкум. Алейкум салям, хош келдіңіз. Как настроение? Отлично. Рассказывайте, что мы будем готовить. Что кушают спортсмены Крыма. Мы очень рады вас видеть на нашей кухне. Я уже не первый раз у вас в студии, но сегодня попробую поделиться познаниями в приготовлении традиционного мексиканского блюда под названием буррито. Буррито у нас сегодня, дорогие гости. Вот. Ну что? Приступим? Да, А расскажите нам, пожалуйста, что входит в состав нашего блюда буррито. Значит, я вижу у нас лавашек. Да, я вкратце скажу, что в принципе все, что у вас находится в холодильнике, и вы хотели бы как-то со вкусом применить, это можно использовать. Но в частности, я очень люблю это блюдо с говяжьим фаршем. Поэтому сегодня мы будем использовать говяжий фарш, сыр, помидоры, листья салата, фасоль, лук. Я смотрю, у нас много зелени, зелень полезная, да? Да, зелень. И вы, спортсмены, наверное, рекомендуете чаще употреблять? Конечно, свежие овощи – это, в принципе, залог здоровья. Согласна. Ну что, начнем? Давайте начнем. С чего будем начинать? Давайте я вас приглашу сюда. Давайте. Поменяемся с вами местами. Ну, начнем с того, чтобы плита у нас уже, я смотрю, включена, да? Да, плита у нас разогрета, она готова. Так, ну что, начнем с шинковки лука. Вот. Это вы будете делать сами, да? Да, давайте я, наверное, сам нашинкую, чтобы... Смотрите, тут ножики у нас разные, выбирайте, какой вам нужен. Так, отлично. Ну, а вас, наверное, попрошу помочь пока натереть сыр. Сырочек, хорошо. Смотрите, насколько крупно. Такая, либо такая. Давайте покрупнее возьмем. Покрупнее, хорошо. Ну, расскажите, Ремзи Бей, с чего начинается утро спортсмена? И как проходит ваш день? Ну, стандартно утро, лично мое, начинается с завтрака. Так как завтрак... Какого? С полезного? Да, однозначно. Завтрак – это, в принципе, самое важное, наверное, прием в течение дня, прием пищи. Вот. Я завтракаю, как правило, с овсянки. Вот, овсянка, там можно пару ложек меда. Вот. Вы ее варите или запариваете? Варим. Овсяночку варите, да? Варим, можно на молоке, можно на воде, там, как бы, такое, на любителя. И после завтрака? Ну, после завтрака, естественно, начинается сбор классический детей в садик. Потом едем на работу, работаем. Вот. И после работы, естественно, тренировка. Вот. Так как тренируюсь я 5 раз в неделю. Вот. Ну, а Машаллах, здорово. Да, если подготовка, допустим, ну вот на какие-то там спортивные мероприятия, то, естественно, бывает и по 2 тренировки в день. Вот. Скажите, а как вы пришли в спорт? У вас кто-то занимался спортом? Может, это как-то наследственное? Откуда у вас такая любовь к спорту появилась? У меня отец занимался вольной борьбой. Ух ты, ну видите, гены. Да, и где-то в 6-летнем возрасте повел меня тоже в секцию борьбы, где я также занимался этим видом спорта. Вот. Но после 3 лет занятий у меня
откуда-то появилась дикая любовь к футболу. Да, и я начал играть в Херсоне, в Херсонской области. Вот, играл в футбол и в 15 лет поступил... Так, тебя выбросить можно, да? Да. В 15 лет поступил в Таврический национальный университет на факультет физической культуры и спорта. Ух ты. Вот. Ну, я вкратце расскажу, чтобы, да, не затягивать. Да, конечно, То- расскажите, нам будет интересно, где вы учились. Да, соответственно, до 3-го курса я играл в футбол Угу. в чемпионате Крыма. Вот. После там ряда травм я, соответственно, уже перестал заниматься футболом и понял, что профессионально я не смогу дальше продолжать в этом виде спорта. И снова решил попробовать себя в единоборствах. И со своим другом, который на сегодняшний день является главным тренером сборной Крыма по смешанному боевому единоборству ММА, Слава Вячеслав Широкий, вот, пошел вместе с ним на тайский бокс. Ух Вот. ты, И вот с замечательно. того периода я, в принципе, вот по сей день это уже, сейчас я скажу сколько, ну, лет 13, наверное, 14 занимаюсь вот в этом виде спорта. Смешанными единоборствами. Вот скажите, я мало чего знаю о таком виде спорта. Знаю о боксе, знаю о футболе. А расскажите нам подробнее об этом виде спорта. Что включает в себя, какие занятия, как нужно работать над собой, какие упражнения, с чего нужно начинать. И со скольки вообще лет можно приступать к такому как бы спорту? Так, сейчас вопрос. Лук бросаем? Потому что все, можно начинать? Нет, Правда? сейчас мы поставим на разогретую конфорочку. Понял. Сюда, да, наверное? Да, да, да. Угу. Маслечко нужно налить? Да, немножко маслечка. Вот так. У нас прекрасная техника горения. Она нам помогает готовить наши вкусные блюда и радует нас своим теплом и красотой. Так, ну масло немножко, да, пусть разогреется? Да, пусть разогреется. Разогреется оно очень быстро. Тогда что, уже... Поэтому буквально через минуточку мы можем Мгм. погружать туда лучок. По поводу Смешанных единоборств. этого вида спорта, Ага. да. Этот вид спорта на сегодняшний день, я не буду говорить, углубляться очень сильно глубоко в корни, так как я думаю, это кому интересно, может всегда прочитать. Скажу, на сегодняшний день этот вид спорта наиболее популярный и развивающийся на территории Российской Федерации. Ну, к примеру, скажу, что буквально 2 недели назад прошел чемпионат Европы, который проходил в городе Санкт-Петербург, где сборная России участвовала в этом виде спорта. И все у нас есть весовые категории, 7 весовых категорий. Мгм. Но это абсолютно как бы такая уникальная ситуация. Во всех 7 категориях сборная России взяла золото. Все первые места во всех весовых категориях. Вот. У нас последние несколько лет в абсолютной категории, это 93+, была проблема, мы не могли взять золото. Но вот наконец-то в этот раз, Ура, ура, ура! да. Крым взял золото. Теперь вот 27 числа будет в Китае проводиться чемпионат. Вы поедете в Китай? Я, к сожалению, не поеду в Китай, я буду здесь. представители Да, наши представители нашей федерации поедут в Китай, будут выступать на чемпионате мира по смешанному единоборству. Ну, как бы Здорово. этот вид спорта у нас очень сильно развивается. Президентом Федерации Всероссийской по этому виду спорта у нас является Федор Владимирович Емельяненко, прославленный боец в этом виде спорта. Вот, естественно, благодаря ему он как бы делает большую работу. Именно делает рейтинг и как бы прививает любовь. Спасибо Емельяненко. Передаем ему привет. Большой привет. Большой Федору. привет. Ну что, Так, Лука. можно лучок уже поджаривать, наверное. Давайте я буду его помешивать, давайте, тогда что, я чтобы он у нас уступаю не место? подгорел. Да. Мгм. Давайте. Так, давайте. Пошел запах. А сколько у вас тренеров? У нас более 4 тренеров в городе Симферополе. Вот, именно тренеров, которые имеют категорию. Как бы, это тоже как бы немаловажный аспект, вот, потому что мы стараемся, наша федерация крымская старается проводить на территории Республики Крым тренинги профессиональные, когда приезжают сюда там, известные спортсмены, проводят семинары и тренерские, и судейские. Вот. Ну и, соответственно, это тоже немаловажно, потому что очень важно, чтобы
ребенку передавали знания профессионалы, а не просто какие-то там, ну, дилетанты там, и так далее. Поэтому наша федерация за этим следит. Вот, мы пытаемся как бы отслеживать, чтобы, ну, это все было на хорошем, на профессиональном уровне. Вот. Ну, А со скольки лет деток можно отдавать? у нас мы принимаем деток с 6 лет. Ага, Вот, но для родителей, естественно, я хочу сказать, чтобы никто не переживал, никто деток не обучает в этом раннем возрасте ударам, там, каким-то болевым приемам и так далее. Как правило, это прививание любви к спорту, к физической культуре, к небольшим нагрузкам. И, как правило, здесь идет работа на ловкость, на быстроту, вот, более игровая форма. Вот. Ну, соответственно, уже к 12 годам ребенок уже привыкает за этот промежуток времени, что, ну, что такое смешанное единоборство. Ну и, соответственно, уже в обмундировании... Можете ходить в бой, да? Ну да, в обмундировании в специальном, по определенным правилам, без ударов в голову. А практически. девочки к вам ходят? Конечно. У нас, Много? ну, немного, но девочки тоже ходят. А можно к вам прийти посмотреть? Можно прийти даже позаниматься. Я Ух думаю, ты! вам понравится, потому что Нужна тренировка... какая-то физическая подготовка, наверное, да? Ну, я думаю, что вас не будут сразу нагружать сильно, вот, чтобы, скажем так, вам не было тяжело. Естественно, это будет плавная какая-то такая размеренная нагрузка. Мгм. Вот, я думаю, вам понравится, если вы любите физкультуру, здоровье, не знаю, там, такой здоровый образ жизни. Люблю, да, люблю. Я за. Только за. Есть предложение добавить томат. Томатик. Это все? Да, это все. Томатик. Запахло уже, чувствуете, да? Да, и добавить немного воды. Можно, да, чтобы потушить? Да, водички. Вы мне подадите водички? Конечно. Так, смотрите. Достаточно? Да, да, я думаю, достаточно. Так. Ну вот теперь мы должны это все дело, Немножко эту протушить, пасту, да, протушить, да, в пределах где-то 10-12 там, минут. Мгм. Вот. И тут у нас уже получается такая красивая пасточка Айше, а-ля мексикано. да. А вы не могли бы мне помочь пока нашинковать помидоры, а я, с Конечно. вашего позволения, посмотрю, что у нас тут происходит. Как должен питаться спортсмен Ремзи? Для того, чтобы он был всегда в хорошем духе, с силами, с хорошим настроением. Ну, вы знаете, это в первую очередь нормальное, здоровое, правильное питание. Вот на личном примере могу вам рассказать, что вот я на работу, например, приезжаю, беру с собой из дому 4 судочка. Ага, и что же там? Значит, Первое, второе, третье, четвертое? нет, первое, второе, третье, четвертое там нет. Там в основном, как правило, Я вас перебью, помидорчики как мы нарезаем? ну вот просто... Вот таким образом, да? Вот. Так, и что Значит, же там в этих судочках? Ну, вот, в принципе, каждый человек, на каждого человека можно разграничить определенное количество килокалорий в сутки. Угу. Вот. Значит, ну, я скажу, чтобы было более понятно телезрителям, да, как питаюсь я. Утром я завтракаю овсянкой. Это 100 грамм в вареном виде. Овсянки, пью чай, Чай какой? Предпочтительный? любой, какой вот вы хотите. Ага. Черный, зеленый, травяной. Ну, я люблю травяной. Вот, облепиховый там и так далее. Вот, соответственно, в 11 часов дня я ем 150 грамм риса в вареном виде и 150 грамм курицы, ну, желательно грудки. Тоже Отварной, в отварном да? виде, да. Угу. Вот. В 2 часа дня я также принимаю 150 грамм какой-нибудь каши, там это может быть рис, гречка, там, либо какая-то каша. И тоже там грамм 150-200 мяса. Может быть курица, может быть говядина. В 17:00 перед тренировкой я еще раз принимаю такую же процедуру. Вот. Также на протяжении всего дня это 10 отварных яиц. Ух ты, аж 10? Да, без желтков. Только белки. Только белки, да. Это для чего, расскажите? Ну, для того, чтобы у меня, ну, вообще,
сейчас я хочу, знаете, что сделать? Давайте, Что? наверное, сюда уже будем добавлять Фаршик. фасоль и фарш, Так, фасоль наша. да, чтобы она у нас не Смотрите, вы пережарилась. скажете стоп. Да, 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 да. Или это все? Ну, давайте еще чуть-чуть, достаточно. Достаточно? Так, да. Мешаем. Ой, как пахнет. Да. И фаршик. И теперь фаршик, да. Говяжий фаршик. Да. Ничего, что это или шумовкой будем мешать? Все нормально. Как вам удобно. Можете Давайте ложку. фарш Всё? весь. Весь, да? Да, 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 да. Полкилограмма фарша у нас. Полкилограмма, дорогие друзья. Запоминаем. Так, Ну и теперь продолжим это про тщательно белки. перемешиваем до уже до приготовления. Можно где-то минут через 5 добавить сюда специи, тоже также на вкус. Специи какие? Ну, сегодня у нас что? Значит, так как это мексиканское блюдо, мы, в принципе, знаем, что Они любители острых острых ощущений. ощущений, да. Вот, соответственно, мы также будем пытаться передать это блюдо, приготовить сегодня здесь, скажем так, да? Вот, соответственно, это у нас будет чили, порошок. Чили. Надо не переборщить, Да, надо бы с ним не переборщить, но будем стараться. а то не будем переборщить. пылать огнем. Тмин, перец и соль. Ага. Вот, значит, по поводу продолжения нашего разговора о питании. Так, В продолжим. 11, в 2, в 5, вот, получается 3 приема. Вот прям вот так поминутно? Ну, понятно, что там может быть какая-то разбежность там, на 15-20 минут. Но основная задача в данном случае – это частый прием пищи в течение дня для того, чтобы жиры не собирались. Ну, у мужчин, как правило, это живот. Вот, если мы организму прививаем постоянный прием пищи в небольших количествах, организм понимает, что ему не надо копить жир, потому что у нас что происходит, как правило, в практике в нашей жизненной? Мы хорошо покушали утром, в обед хорошо накидались, да, ну, покушали. И, соответственно, потом пришли после работы, часов 8 поели пищи. И еще запили водой. Да. А этого делать нельзя, кстати. Вот, соответственно, организм понимает, что с 12 или с часу дня он следующую пищу получит в районе там, 8-9 вечера. Естественно, из-за этого у нас у всех людей складывается жир. Он его накапливает, и чтобы ему хватило до 8-9 вечера. А жир абсолютно спортсмену не нужен. Конечно, да. Но я думаю, что излишний вес, он не нужен не только спортсмену. Он, наверное, не нужен и обычному человеку, который там не профессионально занимается спортом. Да. Поэтому у нас основная задача – это частое использование пищи в небольших количествах. Вот. После чего идет тренировка. После тренировки можно поесть, допустим, мясо, белковую пищу. Но уже желательно без углеводов, без риса, без каши, без хлеба. Это мы оставляем в основном в первой половине дня. Да? А на ужин? А до скольки можно принимать Ну, еду? я До кушаю... 6? Нет, я кушаю в 8 вечера, допустим, я могу съесть еще там 200 грамм мяса. И Помидоры еще нарезать? Достаточно? достаточно помидоров. Вот. Так, давайте, наверное, теперь добавим по вкусу немножко соль. Поможете мне, да? Соль, конечно. Соль, перчик. Четыре судочка. Кто же вам готовит эти 4 судочка? Вы сами или супруга? Ну, конечно, супруга мне помогает в этом. Она с вечера Как зовут начинает. вашу супругу? Ее зовут Святослава. Святослава. Привет, Святослава. Привет, И у вас Святослава. еще есть 2 прекрасные девочки, Да. дочки. И им привет. Привет, принцесса. Аделина и Сания. Привет, солнышки. А ваша жена, она как-то связана со спортом? Конечно, у меня супруга на сегодняшний день преподает в тренажерном зале. Ух ты! Да, занимается... Чили. Так, чили, да, давайте тоже. Аккуратненько. Так. Достаточно? Помешаем. Да, достаточно. Так, и что мы еще забыли? Перчик. Или не надо перчик? Тмина можно немножко добавить, да, так, для вкуса. Вот этого длинненького. Вот этого? Зиры. Это зира? Да. Значит, Не нужно? пойдет. Я думаю, достаточно. Все, достаточно. Ну что, пробуем. Так, и жена ваша преподает где? Она тренирует девочек в тренажерном зале. Угу. Вот.
также занимается... Раньше, значит, она выступала по баскетболу. Ух Вот, ты! да, была профессионально играла в баскетбол. Вот, выступала на чемпионатах Украины. Она у нас мастер спорта по баскетболу. Мастер спорта, Да, ничего себе. играла за сборную Украины. Вот, ну, соответственно, тоже из-за ряда травм пришлось закончить с профессиональной карьерой. Мгм. Вот, поэтому спорт у нас, как бы, семья, скажем так, ну, очень любит. Спортивная. Спортивная, да, семья, могу сказать. А девочки? Девочки у Как-то нас... прививаете любовь к спорту девочкам? Конечно, да. Ну, девочки у нас старшей 3 годика, А, вот, еще маленькая, а младший годик. ну понятно, Вот, еще ну, рано прививать. Да, ну мы, конечно, с супругой очень думаем об этом. Зарядки делаете по утрам? Как обязательно. Замечательно. зарядки. Вот. Смотрите, а как зеленушку мы нарежем? Зеленушку мы сейчас... Вот так вот пополам? Нет, нет, Нет? нет, нет. Как? Нам надо вот так вот ее, только вот с этой стороны немножко, да, придать ей формы. Вот так? Нет, вот, тут можно? Да, покажите. Вот так. Мгм. Вот такой сделаем ей более округлую форму. Так, у меня есть предложение Потом попробовать. нарезать? Не-не-не. Нет, она не остается в так и таком остаем. виде. Ага. Айше, ну я думаю, надо как-то его попробовать, наверное, да? Давайте пробуем. Как это делается у вас на программе? Берется ложечка. Так. А вот вы своей пробуете. Я просто я мешаю. Так вот берем, пробуем. Да, пробуйте. Мешать можно вот этим. Ну как, соль? Достаточно? Супер? Я думаю, что вообще достаточно. Наша консистенция Готово, да? готова, да. Я Поэтому вижу уже, да, что готово. нужно снимать, чтобы это все дело не пересушить. А вы У меня когда остался сок. готовите, что-то делаете, может, поете или пританцовываете? Ой, да, и мы когда... Какой у вас досуг, какое хобби? Ведь у каждого, под каждым таким вот волевым, сильным мужчиной скрывается такое что-то тонкое, утонченное. Расскажите нам об этой своей стороне. Ну, мы, в принципе, когда дома готовим, я это делаю, к сожалению, не так часто. Все-таки предложение это убрать, да? Да, С давайте огня? убираем. Вот. Мы еще раз помешаем. Сочненько получилось. Сочненько, Да. красивенько и очень вкусно пахнет. Да, мы, соответственно, можем, ну, мы, в частности, я, когда готовлю, я могу петь что-то, напевать. Вот. Вы Это, любите петь? да, как правило, это либо я делаю в душе, как это все делают, где меня не слышно. Ну и, соответственно, за плитой может быть такое тоже происходить. А может, споете нам что-нибудь? Ой, вы знаете, я даже не знаю. А давайте придумаем что-нибудь. Какую песню любите? Ну, слушаю из... Каких исполнителей предпочитаете слушать? Ну, мне очень нравится Валерий Меладзе. Да, И я тоже его- люблю его творчество. Его творчество, особенно вот раннее творчество, очень Любимая нравится. его песня? Ну, подпоете, поможете мне? может? Давайте, конечно. Кусочек. А вы начинайте, а я подпою, если я, А мы конечно, начнем с знаю припева. эту песню. Да, я думаю. Выйду к дому, поклонюсь, Молча Богу помолюсь, и пойду искать края, где живет любовь моя, где живет любовь моя. Всем нашим любимым привет! Браво, привет. Ремзи! Ну что, Классный у вас голос, слушай. продолжаем. Продолжаем. Значит, На такой ну, творческой ноте. да, есть предложение, значит, берем лаваш. Берем лавашики. Да, давайте. Берите вы один, и я один. Что мы с ними делаем? Мы их разделяем? Да, ну, чтобы нам было более удобно, есть предложение его разрезать пополам. Вот таким образом, Вот в да? такую, да? Мгм. Я это делаю вот так. Вот, ну, пока мы это дело разделяем, все-таки хотелось бы еще рассказать о том, что я открыл совсем недавно для себя. Ага, это нам интересно будет послушать. Да, это будет, я думаю, может быть интересно все-таки в продолжении правильного питания и в продолжении для людей, которые хотят согнать лишний вес.
Лишний вес никогда нам не нужен, Да. поэтому рассказывайте, мы вас Вот послушаем. буквально недавно... будем что-то делать, продолжать? Да, давайте. Значит, что нам дальше нужно? У нас Вы есть... чем-то должны Да, у нас есть лаваш, и мы, в принципе... Сейчас, одну секунду. Так, вот этот... каким-то соусом? Нет, помазать? нам нужен для начала лист салата. Так, Вот, лист салата берем, его, выкладываем вот сюда. вот таким образом. Да, Мгм. есть. Теперь мы забыли самое важное. Так, что мы забыли? Мы забыли Вспоминаем. майонез. А майонез у нас есть очень замечательный, вкусный. Майонез торговой марки «Мечта хозяйки». Он очень вкусный. Пробовали когда-нибудь? Кстати, да, моя супруга использует этот майонез, и он действительно вкусный. Вот-вот. Вот, ну, в продолжении... Можете мне помочь? Конечно. В продолжении, Спортсмен. продолжении Открывайте. темы. Так, нам нужна какая-то ложечка, да? Наша ложечка. Ну, Майонеза чуть-чуть. да, так вот я его Ага. и вот так вот вокруг листа немножко, чтобы его можно как бы как подклеить, скажем так, да, этот листик. Давайте, да, по фаршу. Пока нам достаточно, я думаю. Да. Теперь возьмем, На салатный лист да, и на салатный лист, соответственно, берем этот фаршика фарш, нашего да, вкусного. выкладываем его сюда. Теперь мы выкладываем Помидор. помидорчики. Так, каким образом? Показывайте. Так. Да, можно вот так вот побольше, оно будет сочно. Вот. Есть такое дело, А да? спортсменам овощи нужно, наверное, кушать, употреблять много, да? Фрукты, овощи. Да, ну желательно Много побольше, витаминчиков. побольше зеленого. То бишь там огурцы, листья салата. Вот так вот его. Сыра побольше. Ну, тоже, И да. давайте. И сейчас самое интересное. Будем его заворачивать. Совершенно верно. А как заворачиваем? Показывайте. Заворачиваем его следующим способом. Вот, как заворачивают блины. Думаю, Вот так. вот так. Потом здесь прижимаем, вот здесь. Прижимаем. Вот здесь делаем вот так. И, соответственно, складываем его в две части. Вот у меня первый уже не получился, он у меня лопнул. У вас получился, поэтому ваш мы вот показываем, а мой нет. Ну, вот так вот, Вот такая у нас получилась красота. да. Так, ну и, соответственно, один из финальных этапов в данном приготовлении этого блюда, это всю эту красоту нужно переложить на сковородку. И немножко поджарить, да? Поджарить, да, немножко его подзолотить, скажем так, да? С маслом или без? Без. Без масла. Да. На сухой сковороде. Да, ну, опять же, на любителя, как бы тут не запрещено делать. Ну, я люблю более такое суховатенькое, чтобы оно не было чересчур жирное. А всем телезрителям я напоминаю, что официальным спонсором кулинарного шоу «Софрага Буйранас» является торговая марка «Мечта хозяйки». Натуральные яичные желтки и свежее подсолнечное масло в майонезах «Мечта хозяйки» – только то, что делает еду вкуснее. С майонезом «Мечта хозяйки» готовьте с душой и неповторимо. «Мечта хозяйки» гарантированно вкусный результат. Скажите, а ваши соперники когда-то становились вам близкими друзьями? Было такое? Как показывают, дерутся, а потом что? Что происходит? Вы Потом, друг друга как правило, ненавидите, или вы в нормальных отношениях? Нет, как как это всё правило, происходит? Как правило, все после спарринга Мгм. вот, жмут друг другу руки и понимают, что тут не должно быть какого-то негатива и там, ненависти друг к другу. Что это сугубо В первую очередь работа? взаимоуважение, да, что это работа над собой. Вот. В первую очередь это работа над самим собой. Так, давайте вот подвинем, чтобы они поместились у нас. Так, вот так вот выкладываем это мы дело на сковородку и в течение где-то 2-3 минут. Поджариваем с Поджариваем одной стороны и с другой. другой стороны. Спонсор кулинарного проекта «Софрага Буйранас» торговая марка «Урожайна».
Урожайна – это вкуснейшие крупы и мука, выращенные в Крыму. Широкий ассортимент круп удовлетворяет потребность от самого маленького до самого искушенного взрослого потребителя. Мука урожайна идеальна для выпечки. Она сделает ваш хлеб белым и воздушным. Хороша, необычайна, торговая марка «Урожайна». Наши буррито готовы, и они выглядят настолько аппетитными, что хочется поскорее попробовать. Ну что, будем пробовать? Давайте попробуем. Давайте. Начнем. Ага, я вам сейчас предложу вот такие прекрасные соусы. Мы украсим наше блюдо ими. Выбирайте. Есть сметанные с грибочками, есть горчичные. Ну, я, с вашего позволения, сметаны. Да? Угу. Помочь? Я такой. Немножко, потому что они у нас и так остренькие. Ну что, пробуем? Пробуем. Я люблю пробовать руками. А я, пожалуй, поделю, поскольку он очень большой. М-м-м. Вкуснятина? Мгм. Ну, Очень вкусно. Рекомендую всем попробовать. Рецепт вы уже слышали, очень простой. Ну что? корочка хрустящая. Супер. Вкуснотища. И сыр так расплавился. Ну, я очень рад, что вам понравилось. Скажем, да, от представителей смешанного боевого единоборства. Вот сегодня... Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Спасибо вам за такое блюдо вкусное. Безумно вкусное, такое с хрустящей корочкой. Наше кулинарное шоу подошло к концу. Вас я хочу поблагодарить, Ирина Зибей. Нам было очень приятно, очень вкусно. До встречи на канале Милет на следующей неделе. Пока-пока. Пока! Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье by Stark». Создана Stark, выбрана вами.